Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям. Аллахумма шрах ли садри ва яссир ли амри ва ахлил уқдатан мин лисани яфқаху қавли. Аллахумма аллимна ма янфауна ва анфa'на бима алламтана ва зидна илма. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким. После этого, инша Аллах, мы продолжаем наши уроки в Исламском университете Украины в онлайн-режиме. У нас была лекция, то есть уроки по книге «Недуги сердца» Муфсидатуль Кулуб. И баракаллаху фику, мы дошли, рассказываю вам о описании, то, что пришло в Коране и Сунне, описание лицемерия, качество лицемера, упомянутых в Коране и Сунне, мы говорили. Остановились мы на 15-й теме. 15-й была у нас тема ложные клятвы, страх, трусость, пугливость. Итак, 14-й мы сказали до этого распространение нечестия среди мусульман. Распространение нечестия среди мусульман. 13-й мы сказали обращение за решениями к тагуту. 12-й мы сказали стремление обмануть верующих. Итак, 15 у нас было ложные клятвы, страх, трусость и пугливость. Всевышний Аллах сказал: они клянутся Аллахом, что они одни из вас. Однако они не принадлежат к вам. Однако они боязливые люди. Если бы они нашли убежище, пещеру или подземное укрытие, то они поспешно устремились бы туда. Всевышний Аллах сообщил своему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, об их пугливости, трусости и боязливости. Они клянутся Аллахом, что они одни из вас. То есть подкрепляет свое утверждение клятвой. Представляете, лицемеры, что они делают? Подтверждают клятвой свои утверждения. Однако они не принадлежат к вам. Аллах сказал это нам. На самом деле, однако они боязливые люди. И именно это заставляет их клясться. Если бы они нашли убежище, то есть крепость, в которой можно укрыться, или иное убежище, пещеру, которая бывает в горах, или подземное укрытие, подземный ход, туннель, то они поспешно устремились бы туда. То есть поспешили бы уйти от вас, потому что они находятся с вами вынужденно, потому что они находятся с вами вынужденно. А не из любви к вам, и они хотели бы не быть с вами, однако необходимость заставляет их это делать. И так как сегодня некоторые, когда уезжают из общества мусульман к необществу мусульман, они там себя показывают, насколько они были мусульманами, насколько они были в неверии, показывают свое лицемерие. Баракаллаху фикум. И говорят они: тут среди немусульман нужно жить как немусульмане, говорит. То есть среди немусульман нужно быть тоже как немусульмане, говорит. Там мы были мусульманами, а тут получается, извиняюсь, закрылся микрофон. Они говорят, лицемеры: там мы среди мусульман были, мы должны жить как мусульмане. А среди немусульман мы должны жить как не мусульмане, они говорят. Это поведение лицемеров. Поэтому они постоянно пребывают в тревоге и печали, поскольку ислам и исповедующие его сохраняют свое могущество, одерживают победы и возвышаются. Поэтому всякий раз, когда мусульмане радуются, их это огорчает, этих лицемеров. И они жалеют о том, что им приходится быть вместе с верующими. Поэтому Всевышний сказал: если бы они нашли убежище, пещеру или подземное укрытие, то они поспешно устремились бы туда. Ибн Касир Тафсир приводит эти слова. И Всевышний Аллах сказал также в сурате Мунафикуне, 4 аяте: когда ты смотришь на них, их тела восхищают тебя. Красивые, огромные. Когда они говорят, ты слушаешь их слова. Они подобны прислоенным бревнам. Всякий крик они считают обращенным против них.
они являются врагами, остерегайтесь же их, да погубит их Аллах. До чего же они отращены от истины? Сура Мунафикун, 4 аят. Ибн Каим сказал, у этих людей лучшие тела, телосложение красивое, самые сладкие, то есть самые складные и цветистые речи у них, но самые скверные сердца и самые слабые души, они подобны прислоенным бревнам, которые не приносят плодов, их выдернули из земли в том месте, на котором они росли, и прислонили к стене, которая поддерживает их, дабы их не топтали прохожие. Мадариджу Саликин приводятся эти слова Ибн Кайма. Хорошая книга Мадариджу Саликин, советую. 16 теперь из качеств лицемеров. Они желают, чтобы их хвалили за то, чего они не делали. То есть лицемеры. Они желают, чтобы их хвалили за то, чего они не делали. Всевышний Аллах сказал, не думай же, что те, которые радуются своим поступкам и любят, чтобы их хвалили за то, чего они не совершали, спасутся от мучений. Им уготованы мучительные страдания. Семейство Имраана, 188 аят. Абу Саид аль-Худри, ради Аллаху анху, передает, что некоторые люди из числа лицемеров во времена посланника Аллаха, саллаллаху салям, уклонялись от участия в военных походах, в которые посланник Аллаха, саллаллаху салям, отправлялся, и радовались, что отсиживается. А когда посланник Аллаха, саллаллаху салям, возвращался, они начинали оправдываться и клясться. И они желали, чтобы их хвалили за то, чего они не делали. И был ниспослан аят. Не думай же, что те, которые радуются своим поступкам и любят, чтобы их хвалили за то, чего они не совершали. То есть, баракаллаху фикум, лицемеры, они вредят самим верующим, и также себе, и также неверующим они вредят. Потому что эти люди двуличные. У них лицо сначала с мусульманами мусульмане, с немусульманами они не мусульмане. Хадис Бухари Муслима приводится это. 17 теперь. Порицание благих дел. Они любят обычно лицемеры. Прошлой темы, если сказать, 16. Они желают, чтобы их хвалили за то, чего они не делали. Представляете, сегодня через медиа, через разных видов каналов, они делают так, чтобы их хвалили, их рекламировали, их продвигали. И приобретают они такие имена, то, что они не делали, эти лицемеры. Эти лицемеры, наоборот, отвернулись от ислама мусульман. Они отвернулись, быть может, не от ислама, говорят они, но отвернулись от помощи мусульман, тем более своих мусульман, когда они нуждались. Но они опять хотят быть на волне. Эти лицемеры хотят быть опять на волне, как говорится, в теме, как говорится. Они желают, чтобы их хвалили за то, чего они не делали. И так они воруют чужие труды. Лицемеры воруют чужие труды, и говорят они, лицемеры, тогда, когда их не избрали мусульмане, не избрали их предводители мусульман, не избрали их на самом-то деле для народа или для общины, они утверждают, как можно узнать лицемера. Они утверждают, что они являются представителем мусульман. Они являются предводителем мусульман. Они являются общиной Мухаммада, саллаллаху салям, или руководством общины Мухаммада, саллаллаху салям. А это признаки лицемеров. Они хотят собрать чужие плоды. То есть люди трудятся, сами они, может быть, что-то делали, но они хотят через рук, быть может, таких же лицемеров, повторяюсь, или через врагов ислама мусульман, быть может, хотят они быть на весу, хотят быть на экране. А это есть признаки лицемерия этих людей. Они хотят своровать чужие труды, имеется в виду, а это двуличные люди. Они продажные люди. Они продают и религию, продают и народ, и государство. И так дальше рассказы про них очень много. Однако оставим. 17 теперь. Порицание благих дел. Когда ты призываешь к Аллаху, его посланнику,
когда ты призываешь задуматься об ахирате, когда ты призываешь о чем? О милости Аллаха Субхану Ва Тааля. О милости. Из-за этой милости мы будем блаженны в этом мире. Мы все будем жить хорошо, когда мы будем следовать законам Аллаха. Во время Иса ибн Марьям, когда придет Иса ибн Марьям, во время, когда будет имам Махди, в хадисах говорится, что люди будут жить в блаженстве. Даже одна корова достаточно будет кормить целое село. И одна овца будет кормить своим молоком целую семью. И так получается, что фрукты будут большие, то есть урожай будет слишком большой. Баракат, благословений слишком много будет. Почему? Да потому что люди будут жить по законам Аллаха, по законам Создателя всего этого. И этот Создатель всего этого, Он может увеличивать благо. Он дает нам благо, когда мы живем по законам Аллаха. Тогда, когда мы отдаляемся от законов Аллаха, тогда мы лишаемся блага этого мира. Тогда, когда мы отдаляемся от законов Аллаха, мы лишаемся самих благ даже этого мира, не говоря уже об ахирате, о загробной жизни. Поэтому лицемеры стараются нас отдалить подальше от добрых, хороших дел. Порицание благих дел – это не значит приоритета в вопросах. Когда касается кормить, помогать самым близким, своей общине. У тебя община, у тебя мечеть, начинай оттуда помогать, начинай оттуда отталкиваться, баракаллаху фикум. Я не говорю критические сложные ситуации, как говорится, форс-мажор стал, резко война стала, резко землетрясение стало, резко помочь нужно людям. Это другая ситуация. Есть годами идет тема, люди бедные, первоначально где помогают? Первоначально у себя. А если чрезвычайное положение резко стало, то тогда чрезвычайное положение, а дальше передается помощь. Помощь передается тогда, когда у себя уже первой необходимости ты закрыл нужды людей, первую необходимость закрыл, уже тогда помогаешь, баракаллаху фикум. А когда сам тонешь, сам гибнешь, как ты можешь, как говорится, да, расслаблять силы? Как ты можешь расслаблять силы мусульман? Порицание благих дел, это не значит, как мы сказали, если ты порицаешь того, кто помогает дальнему, оставляя ближнего, если ты это порицаешь, ты правильно порицаешь. Ты правильно порицаешь. Начни с самого ближнего. Начни с самого ближнего, потом дальнего. Порицание благих дел это не значит. Но лицемеры не хотят, чтобы мы делали добрые дела ни близкому, ни дальнему. Всевышний Аллах сказал, среди них есть такие, которые обвиняют тебя из-за милостыни. Из-за милостыни. Если им достанется что-либо из милостыни, то они остаются довольны. Если же им ничего не достается, то они сердятся. Сура 9 Покаяние, от Тауба, 58 аят. Всевышний говорит, среди них, то есть среди лицемеров, есть такие, которые обвиняют тебя, то есть порицают тебя из-за милостыни. Садака, милостыни. Когда это не обязательная милостыня и желательная милостыня тоже. Когда ты раздаешь ее и обвиняют тебя в этом, хотя сами они больше заслуживают обвинения, эти лицемеры. И вместе с тем они порицают не ради религии, а ради самих себя. Поэтому если им дают что-то из милостыни заката, фард или желательный, то они остаются довольны. Если же им ничего не достается, то они сердятся. В Тафсире Ибн Касире это приводится, эти слова. Всевышний Аллах сказал, они поносят тех, кто раздает добровольные пожертвования, и тех, кто с трудом находит средства для пожертвований. Они глумятся над ними, а Аллах поглумится над ними. Им уготованы мучительные страдания. Сура Покаяние, сура Тауба, 9 сура, это в Коране, 79 аят. Абу Мас'уд сказал, радиллаху анху, нам было велено давать милостыню, и мы стали переносить на себе грузы, милостыню. Абу Акиль пожертвовал половину саа. Потом какой-то человек, половина саа, это что? В одном саи 4 мудда, 4 пригоршни получается.
вот эти 2 ладоней пригоршни 4. А половина саа, вот эти 2 мудда получается. Абу Акиль пожертвовал половину саи. 2 пригоршни получается. А потом какой-то человек принес больше. И лицемеры стали говорить: поистине Аллах не нуждается в милостыне этого. А другой же сделал это не иначе, как на показ они сказали. А другой же сделал, тот, кто больше дал. Это не иначе, как на показ. Валь-язу билля. Тот, кто мало дает, его они не оставляют. Тот, кто много дает, его тоже не оставляет. Начинает обсуждать, как сегодня обсуждают ученых, баракаллаху фикум. Если после этого был ниспослан аят, теперь, после этих слов, какой аят? Они поносят тех, кто раздает добровольные пожертвования, и тех, кто с трудом находит средства для пожертвования. Если человек чуть-чуть даже дал он пожертвование, его тоже обсуждают. Они глумятся над ними. Аллах поглумится над ними. Им уготованы мучительные страдания за их лицемеры. Сура Покаяние, 79 аят. В хадисе Бухари, Муслима это приводится. Никто не избежал их ядовитых замечаний, каким бы ни были их поступки, а даже подающий милостыню досталось от них. Представляете? Тот, кто призывает Аллаху, его посланнику, призывает к истине, им тоже достается. Когда один из них приносил щедрые пожертвования, лицемеры говорили: это делает это на показ. Это делает это на показ, говорит, людям. А о человеке, который принес скромное пожертвование, они говорили: поистине Аллах не нуждается в его милостыне. То есть они еще не стыдятся, говорит, Аллах не нуждается. Ибн Касири приводится в Тавсире. Теперь 18 качество этих лицемеров. Довольство тем, что другой человек шел бы позором для себя. Субханаллах. Представляете? Сегодня лицемеры как себя ведут, если они чуть-чуть сделали намаз, как показуху сделали, да? А другие посчитали бы это позором для себя, такие виды поклонения, такие виды пожертвований. Итак, довольство тем, что другой человек шел бы, посчитал бы позором для себя. Всевышний Аллах сказал, когда была ниспослана сура с повелением уверовать в Аллаха и сражаться вместе с его посланником, обладающие богатством среди них стали просить тебя позволить им остаться и сказали: оставь нас, мы будем в числе тех, кто остался. Опоздали от газва, от борьбы на пути Аллаха. Покаяние сура, 9 сура, 86 аят. Всевышний Аллах сказал это, порицая отсиживающихся, которые уклонялись от участия в борьбе на пути Аллаха, хотя имели все возможности и способности для этого. Они говорили: оставь нас, мы будем в числе тех, кто остался. И согласились на то, что любой бы шел позором остаться вместе с женщинами, тогда как войско отправилось в поход. Это касается фардуль кифая, говорится, выход с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, в поход на пути Аллаха. Не индивидуальная обязанность, не фардуль айн, а фардуль кифая, коллективная обязанность, выход своей страны дальше. Это фардуль кифая. Но когда у тебя идет фардуль айн, ты не имеешь права покидать свою землю оборонительную, ты не имеешь права покидать под своими разными страстями. Если тебе не сказал твой амир, имеется в виду правитель мусульман, если не соизволил, то нельзя покидать ряды. Если говорится также в аяте мутахаййизан о мутахаррифан ликиталин, разрешается поменять для позиции, или тактику поменять, или для позиции поменять, или имеется в виду примкнуть к другой группе, и тут эта группа расслабилась. Но не менять позиции руководства, вертикали власти не разрушать, баракаллаху фикум. А если там нету вертикали власти изначально мусульман, а есть ополчение мусульман, пошли они и стали против своего тирана,
стали мусульмане против гнета, насилия своего тирана, как происходит обычно в истории ислама мусульман, там, где большинство мусульман, туда заходят оккупанты, захватывают эти территории, усаживают там своего наместника, своего вассала. И этот вассал, его хотят скинуть, когда уже мусульмане очутили местные мусульмане силу и мощь. Тогда эти мусульмане становятся, конечно, группами. Нет у них общего руководителя. Тогда у них остается что? Братство, единство и братство. Против одного притеснителя, тирана, диктатора. Скинуть, чтобы его, этого тагута. Итак, баракаллаху фикум, если есть у них сила и возможность, они рассчитывают и выходят. То есть вышли они, получается. В истории так случалось, да современном тоже. Скинуть этого тирана вышли. И тут не разрешается мусульманам между собой разрушать братство. Между собой разрушая братство, определенной группе не разрешается выдвигать какую-то кандидатуру. Без совета и решения общего. Без единогласия, общим советом. Иначе это посягательство по исламу. Как мы преподавали в шариатской политике, это посягательство на религию мусульман. Это посягательство на честь мусульман. Это посягательство на кровь мусульман. Это посягательство на имущество мусульман. То есть эти самозванцы таким образом, какая-то группа, если выдвигает свою кандидатуру, хотят они продвинуть без общего совета, без общего согласия и без общих законов. Законов Аллаха Субхану Ва Тааля. Законы должны быть соблюдаться. Люди силы и власти называются. Люди ахль-халь валь-акд называются. Эти условия сначала должны они пройти. Людей силы и власти, среди них потом избирается руководство. Даже определенное государство. Даже если это касается общего большого государства, даже отдельного. Отдельного государства, конечно, нету столько условий, как условия общего правителя всех мусульман. Отдельного государства чуть поменьше условий, Аллаху алям. Так дальше, чтобы не разрушалось братство, ради политики, если они разрушат братство ради политики, ради какой-то политики, значит они играют на руку своему врагу. Значит они или глупые люди, которые мчатся к степени или, скажем, должности, кто-то там стремится к должности, проявляя что? Вероломство своим братьям, которые с ними вместе по оружию были братья, это будет вероломство остальным группам мусульман. Если он выдвигается без совета и решения всех мусульман и руководителей, то есть по своим условиям, как мы сказали, людей силы и власти. Если не выбирается, тогда этот самозванец. Тогда этот самозванец посягает на религию, как в шариатской политике говорится. То есть я на своем родном языке преподавал 40 тем, а также до этого в Египте тоже преподавал шариатскую политику. Так дальше что? Баракаллаху фикум. Дальше мусульмане, чтобы между собой не потеряли братство. А братство является вторым столпом после веры единобожия. Если вера единобожия и дальше не будет сохраняться братство, то не будет общины. А если не будет общины, не будет и государства, и общины не будет. И тогда слабой будет умма. И так каждая организация, которая выдвигает сам себя, они являются самозванцами, залимами являются. Это не разрешается в исламе. Посягательство на чужие права. Это зульм, это харам. В шариате есть узаконенное выдвижение кандидатур. Бывает, преемника оставляет предводитель, как Абу Бакр Сиддик оставил за собой Умар бин Хаттаба, но Умар бин Хаттаб еще не стал правителем мусульман, пока люди силы и власти. Люди силы и власти пока не присягнули и не решили, что он является нашим предводителем мусульман. Также Умар Абдул-Азиз, когда его выбрали, он что сказал, пятый халиф, как говорится, о Мядском государстве? Он сказал: я не могу быть еще правителем, если я тут прошел, пока другие мне не присягнут, люди силы и власти, то есть амиры других областей.
Пока они не присягнут, я не могу быть еще правителем, потому что большинство еще не присягнули и не решили, что являюсь я главным для мусульман. А это порядок сегодня не соблюдает. Сегодня единственное соблюдает, что фотки делают, видео выпускают и говорят от всех мусульман. А это является вероломство. Это является предательство самих мусульман. Баракаллаху фикум. Это предательство уже, скажем, много столетий продолжается среди мусульман. Зульмом мусульманам делают зульм. Так дальше они говорили: оставь нас, мы будем в числе тех, кто остался. То есть на газву они не выходили, в походах они не участвуют. В походах они не участвовали, эти лицемеры. Они говорили: газва, фардуль кифая, когда касалось, имеется в виду фардуль кифая, не фардуль айн, а оборонительный, у них нет условий на мусульманских землях. А на мусульманских землях мусульмане должны сохранить свое единство, джамаат, на немусульманских землях. И есть оставь мы, они говорят, мы будем в числе тех, кто остался, и согласились на то, что любой бы шел позором остаться вместе с женщинами, тогда как войско отправилось в поход. Если начиналась война, это были самые трусливые люди, а в мирное время они были самыми болтливыми, как сказал Всевышний Аллах о них в другом аяте. Поскольку они скупы по отношению к вам. Когда когда ими овладевает страх, ты видишь, как они смотрят на тебя. Их глаза вращаются, словно у тебя кто теряет сознание перед смертью. То есть, когда они встречаются, их глаза как вращаются, словно у того, кто теряет сознание перед смертью, перед страхом. Когда же страх проходит, они обижают вас острыми языками. Тогда, когда нужно было стоять рядом, с кем рядом? Рядом со своим народом, рядом с мусульманами, начиная с себя, начиная с своего народа, начиная с своего окружения. Они что делают? Когда же страх проходит, они обижают вас острыми языками. Сура Ахзаб, 19 аяте это приводится, сура Союзные племена, 19 аят. То есть в мирное время они досаждают другим своими острыми языками, подкалывают, упрекают, как будто солью на рану они постоянно льют они. И они любят такое делать. Итак, то есть в мирное время они досаждают другим своими острыми языками, а во время войн нет никакого трусливее их. На самом-то деле они самые трусливые, баракаллаху фикум. Мы на 19-м остановимся, это приводится в Тафсире Ибн Касире, 19-й у нас побуждение к порицаемому и удерживание от одобряемого. Об этом, иншаллах, будем говорить на следующем уроке. Если у вас есть вопросы, спрашивайте вопросы.